Сборная Северной Осетии по вольной борьбе усиленно готовится к соревнованиям. Уже 27 марта в Улан-Удэ стартует первенство России. В рамках подготовительного сбора под руководством опытных наставников прошла очередная тренировка. В спорткомплексе имени Дзарасова занимаются 50 борцов, однако в столицу Бурятии отправится только 35 человек. По словам тренеров, проведена большая работа над ошибками. Наставники остались недовольны выступлением вольников на первенстве СКФО. 24 марта запланирован вылет в Восточную Сибирь. Команде предстоит неблизкий путь. Перелет в Улан-Удэ займет более 10 часов. Однако тренеры полагают, что дальняя дорога и акклиматизация не должны сказаться на физической готовности борцов. Ребята все пока готовы, наверное, на 70%. Ну, к концу сбора я надеюсь, что все будут готовы. В общем, подойдут к пик-форме. Мы надеемся, что выступим на высшем уровне. Я уверен в этом, что наши ребята нас не подведут. Вместе с борцами юношеской сборной Северной Осетии тренируется представитель сборной Казахстана Азамат Даулетбеков. Спортсмен уже полгода занимается в нашей республике. Это положительно сказалось на результатах всей команды. В скором времени Азамат будет защищать честь Казахстана на азиатских играх в Катаре. Я здесь готовлюсь, потому что здесь школа борьбы очень высокая, очень хорошая. И мне здесь тренера помогают. Хочу их поблагодарить. Условия очень хорошие. Я здесь уже 1,5 года занимаюсь. И благодаря этому у меня пошли результаты нормально. Остинская школа вольной борьбы переживает небольшой спад, если объективно смотреть на результаты. Удачное выступление на первенстве страны может дать необходимый толчок для возвращения лидирующих позиций в стране. Все же не просто так тренироваться на коврах маленькой республики желают борцы со всего мира. Тамила Хамицаева, Тимур Мазаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.